Селям алейкум, сайгалы телесерджилер. Я снова рада нашей встрече на душевной, теплой и любимой кухне Софрага Буюренес. Догадываетесь ли вы, секрет приготовления какого блюда нам сегодня раскроют? Нет? Подскажу. Это очень сытное и довольно-таки полезное блюдо, которое останется навсегда в вашем сердце. И сегодня в такой бодрящей атмосфере будет готовить наш гость, настоящий герой, 10-кратный чемпион Крыма и 8-кратный чемпион Кубка Украины по армрестлингу Расим Мемет. Легендарный крымско-татарский армрестлер – человек, посвятивший свою жизнь физической культуре, воспитывая в себе силу воли и характер. Его называют крымско-татарским богатырем. Еще в раннем детстве Расим Мемет и подумать не мог, что в будущем станет чемпионом. Сегодня же на его счету десятки побед на региональных и международных чемпионатах по армспорту. Своими знаниями и умениями Расим Мемет делится с юными спортсменами. Из года в год его ученики занимают призовые места. Мало кто знает, что по специальности Расим Бей – инженер-механик, и образование пригодилось ему в жизни. Спортсмен сам создает тренажеры для личного спортивного зала. А сегодня Расим Мемет порадует нас приготовлением тюркского блюда под названием дымлама. И на кухне Софрага Буюренес расскажет о нелегком пути настоящего спортсмена. Селям алейкум, Расим. Алейкум селям. Очень рада видеть у нас в студии человека, отдающего себя спорту и здоровому образу жизни. Саум, спасибо. Как настроение? Нормально. Так, Готов к труду. хочется узнать, хочется поделиться с нашими телезрителями, что мы сегодня будем готовить. Будем готовить дымламу. Это одно из тех блюд, которые я люблю, и Рахметли Бабам раз в неделю готовил. То есть и мама готовила, но мне больше нравилось, как папа делает, ну, как по-мужски так делал это. И вкусно, классно получалось. Именно это повлияло на то, что сегодня мы будем готовить именно можно блюдо так дымлама. сказать. Отлично, хорошо. Я вижу очень много ингредиентов. Что нам понадобится, расскажите. Ну, мясо, то есть это или говядина, или баранина. Я, то есть, беру частично жир, вниз его ложу, чтобы, ну, и подсолнечное масло, и говяжий или бараний жир. То есть он вкуснее с ним будет. Зелень, морковочка, перец болгарский, помидоры. Ну, баклажаны, то есть кто как делает, это на любителя. Ну, лук, картошка, это все ингредиенты, которые... Ну, капуста обязательно нужна. То есть все, что вот эта вся зелень, она даст сочности, ну, дымламе. То есть если его сделать меньше зелени, она будет сухая. То есть это все впитает в нее и даст аромат. Тогда я предлагаю приступить. Можно. Что нам необходимо? С чего мы будем начинать? Ну, изначально нам нужна кастрюлька. Кастрюлька есть. Далее что мы делаем? Масло. Досточки я готовлю. Досточку готовим. Масло надо чуть-чуть налить, потому что мясо у нас не особо жирное. Сколько нужно масла? На нашу порцию, наверное, грамм 150 хватит, я думаю. В общем, будем лить на глаз, я так понимаю. Ну да, глаз, в принципе, По традиции. алмаз. Отлично. Отлично. Медленно, но уверенно. Медленно, но уверенно. И примерно рассчитываем 150 грамм. Да, правильно? да, да. Ну, на эту порцию, я думаю, 100-150 грамм хватит, потому что постно. Если бы был бы жир, то есть можно было, ну, совсем чуть-чуть масла, а жир растаял бы. Так, я думаю, наверное, хватит. Что далее? Так, ну, далее нарежем мясо сейчас. Это мы что, Мясо. ставим на огонь? Да, пускай чуть-чуть накалится. Хорошо. Чуть-чуть буквально, совсем чуть-чуть. Так, я вижу большой нож, я вижу мясо. И как у мужчины хочу вот поинтересоваться, как мясо к данному блюду правильно нарезать? Ну, мясо не очень мелко, потому что, как бы, если мелкими, она распадется. То есть она такими кубиками, то есть 3 на 4, там, даже, может, 4 на 5 можно нарезать. То есть ощутимые такие. Мелко, ну, я не люблю, вернее, так можно сказать правильно. Нарезать его, желательно бы жир, конечно, чуть-чуть, в моем случае, то есть как я люблю, как, ну, я делаю. Ну, кто-то любит постнее, то есть я бы нарезал там буквально там грамм 100-150 жира с маслом, с подсолнечным, а потом уже бы мясо закинул и, ну, вместе с подсолнечным перемешал бы и пожарил бы его чуть-чуть. Ну вот два варианта приготовления блюда: баранина и говядина. Что ты предпочитаешь? Ну, не принципиально, то есть и то, я как бы всеядный, я, ну, то есть... А если это на костре, то это баранина была бы, если на костре готовить. То есть запах костра дает свое. Вот так вот это оставим. Вот это мы оставим себе. А это уберем.
Все, это нам не нужно. Это не нужно, да. Теперь, наверное, мясом можно заняться. Нарежем кусочками, подготовим под поджарку, немножко поджарить надо, а потом будем парить уже. Могу ли я параллельно что-то тоже сделать? Конечно, чтобы конечно. помочь? Я думаю, Что? можно... Перчик. Перчик давай. Каким образом? Перчик надо будет сделать, ну, он довольно-таки большой, можно сделать его на 4, даже на 6 можно сделать кусочек. На 6 вот таких как бы пластин. Ну да, скажем, да. Так, а я, наверное, буду мясо, да, резать? Большой и вкусный кусочек. Вот такие кусочки, правильно? Да, я думаю, меньше не надо, потому что мы их потом не найдем там. Итак, Расим, как часто готовишь дома? Вот вопрос в лоб. С друзьями готовлю, часто бывает. То есть на костре я очень люблю готовить. То есть это, я не знаю, мне кажется, не любящего человека готовить, на костре можно, ну, привить это желание к нему. То есть, а так дома, конечно, да, я там по минимуму этим занимаюсь. Ну вот, будучи спортсменом, когда что-то готовишь или ешь, подсчитываешь там белки, жиры, углеводы, какой-то вообще баланс? в идеале это правильно, конечно, считать, но я, конечно, не считаю их, из-за этого такой большой, наверное. Так решил, да, вот пришел домой, легонько так перекушу, взял барашка на вертеле, да? Так вот, Ну да. сильно не наесться. Имея большие габариты, в любом случае питаться соответственно надо. Я не могу как бы перекусить гречкой и остаться целый довольным. день ходить. Для телезрителей, которые вдруг не знают, что такое дым-лама и с чем ее едят и как ее готовят, все нарезается крупно. Как нарезать лук правильно? Лук кольцами, наверное, нарезать, потому что тут самый подходящий вариант кольцами. Я все 3 лука нарежу. Плакать не будешь? Ну, Мужчины не плачут, не да? застрахован как бы. Вот так даже. Так, но все-таки, возвращаясь к деятельности, к основной. Как произошло знакомство со спортом? В школе было баловством, между переменами мы боролись. Мы так даже бывало, что боремся, урок начинает, ученица говорит, да идите уже сколько можно, да уже урок начался. Не, мы пока не доборолись, мы не расходились. То есть интерес был, но я не знал, что есть такой вид спорта, что можно выступать, как бы там и то, и другое. А потом как бы первые мои соревнования, это был райпотребсоюз такой, ну, уровень, конечно, не очень сильный, но для меня это был сильный уровень, потому что я как бы, ну, начинающий, я как бы тренировался, но не знал, что такое армрестлинг, понятия не было вообще, я знал, что сидя, я знал только момент, что сидя можно. А потом, когда увидел стоячий стол, думаю, еще и стоя борется. Оказывается. То есть для меня это было новостью. Сейчас я это говорю, как бы, ну, и много нового узнал об этом за эти 15 лет, будем говорить. Расим, знаю такую информацию, что с детства тебе родители прививали любовь, скажем так, к музыке. Я год ходил на духовые, и меня все устраивало. У меня был слух, в принципе, я слышал, все чутко. Играть начал уже. Параллельно ходил еще на радиокружок. Всякие детали там паял. Мне интересно было такое. И как-то я вот потихоньку отошел от этого, от музыки. Слушай, ну был бы певцом, взял бы себе псевдоним какой-нибудь С просто? моими габаритами я только мог быть Халком, и все. Халк. Да. Баклажан сейчас нужен нам? Баклажан это будет в первую очередь мясо, лук и морковка, потому что морковка, она жесткая, она будет долго, как бы, ее надо пропарить лучше. А потом уже баклажаны, картошка и помидорами уже это будем все дело. Тогда приступаем к приготовлению. Значит, вот так на дно мы выкладываем кругом. Да. Можно, Ой. если есть жирные кусочки, вниз жиром, так. Сколько времени вот так вот должно мясо находиться? Минут мы сейчас 5-10, мы чуть-чуть поджарим его, закинем лук и начнем закидывать нашу морковку, выводим. Все, поняла. Баклажанчик, кстати, надо уже, наверное, нарезать, я думаю. Да, я этим займусь, без проблем. Только как? Так, тоже кольцами нарезаем. Вернемся к спорту. Я знаю, что первые тренировки у тебя проходили дома, и ты сделал турник на крыше. Вернее, не турник, я занимался на 2 крышах. То есть на крыше сарая, на крыше дома. Крыши? Ну, у меня не было помещения. Помещения. Ну, то есть, когда я тренировался, в мои времена не было гламурных залов с ресепшенами и красивыми с этими гламурными всеми тренажерами многофункциональными. У нас были всякие там, не знаю, колеса там от гусеничных тракторов, не знаю, там всякие шестеренки какие-то. Ну, всякое такое, все, что под рукой было. И тренировались мы буквально там человека 3-4 на крыше, да. Спорт нас затянул, нас условия особо не интересовали, в каких мы Вот будем. да, я прихожу к такому выводу, что главное желание, да, что при желании можно и на крыше. И причем в этих условиях, потом у меня уже я спустился как бы, ну, с крыши вниз, и внизу оборудовал тоже небольшой зал, не особо условия.
И там у меня выросло около 10 чемпионов. Берет гордость за них? Очень. Это, я так скажу, каждый тренер гордится тем, что у него ученик стал там, ну, мастером спорта, международником, вообще выиграл какой-то турнир. Видишь результат, и когда он звонит тебе и говорит, вот в Анталии я выиграл там чемпионат Европы, я там бах, сел, думаю, да ну, не может быть. То есть, ну, это как бы, это заряжает энергией. Перемешиваем это дело. Равномерно обжариваем, чтобы, ну, как бы не прилипало и со всех сторон обжарилось. Добавим лук. Ловким движением руки. Да. Сколько учеников в общей сложности прошло через твои руки? Человек, наверное, до 100, наверное. У меня только девчонок человек около 10 тренировалось. Успешно? Да, чемпионки Крыма, как минимум человек 5, это я знаю. Какое количество чемпионов, либо вот просто призеров из вот из Если общей взять массы? только мой район, то есть это Сарабус, то у меня получается, раз, два, три, на пальцах посчитать, ну где-то ориентировочно человек 6, это у меня КМСники, 6 человек, и где-то 2 международника, то есть это, ну, Апазов и Катаев международники. А КМСники это Ахтемовы, письменные у меня 2 брата тоже были, крепкие пацаны. Сейчас они не выступают, в связи с тем, не знаю, как бы. Ну, очень много талантливых людей, которых можно и нужно тянуть именно в этот вид спорта. Есть люди, которые вообще не тренируются, приходят и просто выигрывают такие, ну, бешеные турниры. Я вот знаешь, что хочу спросить? Вот ты в юности тренировался в любых условиях, Да, то есть да. главное было желание. Какая сейчас молодежь? Вот ты общаешься с молодежью. Отличается ли она от тебя? Вот? Сейчас спорт это как мода. Сумочку взял и как бы гламурно, красиво пошел, потренировался. Понятное дело, многие хотят фигуру там, но выступать именно соревновательно мало спортсменов. Я вижу красоту, которую уже хочется съесть, но это же еще не все. Мы должны еще много всего выложить. Да, мы сейчас его снимем и будем, наверное, все это дело слоями Так. выкладывать. Снимаем. Ставим сюда. Так, первое у нас пойдет морковочка. Морковочку мы так аккуратненько выложим. Распределяем равномерненько. Да, чтобы она ж будет париться, сок потихонечку с нее выйдет. Морковка твердая как бы. Так. Теперь перчик выложим. Так, переходим. Что у нас? Баклажаны выложить надо нам еще. По центру, Они сюда все должны зайти. Тут у всех есть свое место. Сейчас выложим картошку давай. Если хочешь, можешь мне помочь. Да, хочу. Потому что она как бы мелкая. Куда ее? Просто вот, да? Вот Просто, куда, да, куда выложим. видишь, туда и клади, как Где говорится. есть открытые места, можно туда укладывать. Так, мы это дело сейчас выложим и поставим, можно сказать, парить. Так, высыпаем кориандром. Я думаю, хватит. Все. На этом пока этап приготовления окончен, правильно? Больше мы сюда А ничего можно не будет еще добавляем. досолить, потому что как бы мы мясо только сделали, чуть-чуть сверху еще можно будет досолить. Я думаю, чуть-чуть хватит, потому что у нас еще Две сок. щепотки, да. Да, сок будет выходить снизу. И что, можно закрыть Да, закрываем. и возвращаем Да, на да, огонь? да, да, да. Отлично. Сколько времени будет это все томиться? Так, это минут 20, и мы потом в общей массе оставим только помидоры напоследочек. А капуста? Капусту через минут 20 мы закинем. Через минут 20 мы закинем капусту, Да, да. а потом Сверху помидорки. сверху помидоры. Последний этап. Зелень оставим просто посыпать. То есть, если мы ее нарежем и она выпарится, толку не будет от нее, ну, Все, клетчатки. хорошо. Тогда можно сейчас Так, пока заняться капустой, для того, капустой, чтобы да. она у нас была готова для добавления в блюдо. Надо вырезать серединку. Угу. Вот это дело надо вырезать. Потому что она твердая будет. Расим, ну было много в твоей жизни соревнований, в Крыму, за его пределами. Какое-то самое яркое событие? Ну, как бы Запоминающееся. тяжело выделить одно, потому что на каждом турнире собирается сильнейший. Но это, наверное, такой один из первых турниров, когда я стал вторым на Кубке Украины, а первым стал заслуженный мастер спорта Украины. Это наш знаменитый Пушкарь Андрей. А я тогда не знал, что это Пушкарь Андрей, что он такой титулованный. Я так самоуверенно шел как бы к победе и попадаю с ним в финал. И так вышел уверенно. Ну, думаю, как всех, остановлю, придержу и перетяну. Бах, и так в самом низу я его чуть-чуть удержал, думаю, блин, сильный такой. А потом иду по залу, мне шепот слышу, Пушкарь Андрей идет.
Блин, ну, наверное, знаменитый. Потом я уже увидел его, короче, по ТВ, в интернете, что он такой... То есть выяснилось, что вот, оказывается, кто был Да, твой да, да, противник. да. Я не знал его, как бы, ну, тогда он был молодой, как бы такой подтянутый, сейчас он крупнее. Самое время добавить капусту. Да. Так, я сейчас это буду пробовать делать аккуратно, как насколько получится, да. С меня аккуратист. Все, можно накрывать? Да, накрываем. Хорошо. И все, ожидаем, да? Ожидаем, да. Можно, в принципе, и помидоры тебе подготовить. Просто на 4. Просто на 4, да, чтобы он там нам вкус дал. Мы его там... Я пока буду нарезать. Запах укропа, конечно, это очень, ну, к аппетиту плюс. Да, огромный плюс к аппетиту. И это клетчатка классная. Расим, ну, ты довольно-таки тоже титулованный спортсмен. Сколько всего у тебя наград? Вот такой вот вопрос. Вот мне интересно, считал ли ты свои медали, кубки? Ну, как-то такие считал еще? до определенного времени, а потом, честно сказать, Перестал. ну, не помню, на 90 я в медалях, наверное, уже не помню, давно, это года 3 назад, наверное, я уже, ну, сбился или не считаю даже, не знаю. А где хранишь это все? Ой, да где? Сначала это у меня было в комнате, вокруг компьютерного стола. Ага. Мы же разделил именно так, на 3. То есть тут первый, чтобы не путаться. Дети приходят, я детям даю, дети играются, одевают эти медали. Короче, ну для них это тоже радость. Я это как бы прошел этап, у меня раньше берег их там, я не знаю, протирал. А сейчас я как бы даю детям играться. Часть я в спортзал занес свой личный, то есть они там как бы интерьер, будем говорить, украшают. Спортсмен, это твое призвание, по профессии ты токарь, правильно? Да, токарь, да. Я учился, работал токарем. Ну, как бы металлообработка мне как бы запала в душу, можно сказать. Я люблю металл, то есть сварочные работы я все сам делаю. Ну и личный спортзал ты создал все сам? Ну да, Своими руками? инвентарь там буквально процентов 10-15 у меня заводские тренажеры. То есть весь инвентарь, то есть это блины, тренажеры, все вращающиеся части. Я их как бы делал сам, ну, подгонял там. Слушай, ну ходят слухи, что ты еще и гвозди руками забиваешь. Ну, это элементы, да, я делал много где это делал. Сейчас пока прекратил, как бы, ну, не вижу в этом смысла. Ну, травматизм тоже присутствует тут. И как бы потом переросло, это мне начали просить, а ну, сделай там, не знаю, там, на свадьбе сделал, маленькое шоу, там, я цепь рвал, там, гвоздь как бы забивал. Ну, это переросло уже в такой, как элемент шоу, как бы. Не так вот это, я не скажу, что это мне понравилось, но это зрелищно. Настоящий наш крымский богатырь. Еще хочу у тебя спросить про конкурс «Богатырские игры», который ты проводишь в поиске юных спортсменов. Ну, как бы идея это у меня уже давно есть, как бы я это сам делаю. То есть ждать от кого-то, как бы, когда тебе скажут, вот, на, возьми, сделай, не получается. Я как бы шел к этому, взял там подручный инвентарь, там у меня были газовые баллоны, не помню что-то. Я сделал к ним ручки, сделал, чтобы навешивать вес. То есть это называется прогулка фермера, я ее сделал. Потом у меня было большое колесо такое от погрузчика, то есть мы ее кантуем. Ну и залитая гиря, у меня свинцом залитая гиря, то есть надпись на ней 16, а она весит 47, то есть подвох такой. Кто не знает, он ее даже с места не сдвинет. И то есть вот этот момент, как бы я это давно к этому шел, а потом решил сделать такой мини-турнир. И как бы, ну, в принципе, народу, конечно, немного откликнулось, потому что все боятся тяжесть поднимать, это же надо здоровье и правильно делать. Ну, много народу. Вот в этих моментах можно отбирать людей, то есть крепких. То есть, там, кто принимал участие? Какой возраст участия? не ограничен вообще. То есть я сделал такое, то есть это не именно там как бы сертифицированный какой-то турнир, а просто вот все записались, я объяснил, что делать надо. Даже был мужчина, не помню, 55 или 60. Он попробовал колесо и поднял его, кстати, как бы перекантовал. А каковы результаты конкурса? Вот были ли действительно силачи, которые поразили тебя? Ну, я так скажу, конкретно профессионалов не было, но из любителей было 2. Ну, как бы, я понимаю, когда человек, вот, ему говоришь, попробуй. Он говорит, ну, давай попробую, то есть не отказывается. То есть, а есть люди, которых, ну, чуть не заставлять надо это делать. То есть, когда у человека есть желание, и он подошел к этому, я, честно, не видел в человеке силы, он там носилки пронес, там, не помню, 30 метров, там, каждая по 70 килограмм я вроде делал. То есть, я со стороны смотрел, я не видел в нем потенциала. А человек сильный, я ему потом в сторону отвожу, говорю, слушай, вот ты давай, как бы, займись. Можешь, оказывается. Да, давай, вот я-то там-то, там-то живу, приходи, вот будешь
Какое-то еще хобби есть помимо спорта? Или Если есть времечко, там буквально день-полтора, можно съездить куда-то, там маевку какую-то там организовать, приготовить что-нибудь вкусное на костре. я хочу узнать еще про Хадерлес. Я знаю, что ты участвовал, там были различные... У нас в Хударлесе был и армрестлинг, и куреш был. И Вот. куреш. Ну, в куреше я, как сказать, я особо не горел желанием, потому что навыка не было. Ну, пацаны сказали, ну, попробуй, как бы. Ну, так меня сагитировали, что я попробовал. Ну, как бы попал сразу же в первом поединке на кандидата в мастера. Ну, Вот везение, на да? крепкого парня попал. Но как бы меня это не смущало. Мне смущало то, что я не знал, что делать. То есть я взял за ремень. Пока я взял за ремень, я получил кучу ошибок. То есть я, ну, там, перетягивал к себе. Ну, то есть... То, чего делать нельзя, да, Да. получается, по Я правилам? нарушал, он тоже, смотрю, побаивается меня. Мы друг друга боясь. Дали команду, как бы... Надо было чуть походить мне, то есть с ним повозиться. Мне терпения не хватило, я его приподнял, а в этот момент он мне сделал просто техническую... Ну, ноги-то я почувствовал, что оторвались. Он сделал подсечку мне, то есть технично. И мы упали 2 по 120 на маты красиво. Ну, то есть я упал. Ну, как бы для меня это опыт, как бы мне интересно было попробовать, как это. Но я чувствовал, что как бы по физическим данным я подхожу в этот вид. Мне просто надо навыки какие-то специальные дать, и я мог бы смело этим заниматься. Почти что готово наше блюдо. Пахнет невероятно. Уже хочется все быстрее съесть, но у нас остались помидоры, и у нас остался укроп, и мы должны это все добавить. Поэтому что, открываем? И добавляем. Так, 1, 2, 3. Добавим. Вот так. Так, все закрываем? Закрываем, да, Укроп закрываем. последнюю самую Укроп очередь. сверху уже. Хорошо. Сколько еще времени должно наше блюдо стоять на огне вот с помидорками? 10 минут еще, минимум 10 минут. 10. Минимум 10 минут. Хорошо, засекаем 10 минут, хотя мы очень голодны. Но мы потерпим. Итак, уважаемые телезрители, наше блюдо практически готово. Мы можем на него посмотреть. Получилось? Я думаю, да. В принципе, его можно уже выкладывать. У нас осталась зелень, укроп. И я думаю, что его можно добавить, наверное, туда или Казан. по желанию? В казан или в Ну, может, в по желанию? казан. Давайте Да? сделаем в казан. Не будем учитывать желание, в общем, тогда никого. Добавим в казан и будем кушать с зеленью, чтобы было вкусно, аппетитно. Ну а пока мы ждем, я хочу поинтересоваться, Расим, какие у тебя цели на будущее, планы, мечты? Поделись. Хотелось бы, конечно, попасть на чемпионат мира. Ну, на чемпионате Европы я был в Польше, в Катовицке. Как бы проверил свои силы. Ну, я понимаю, конечно, что я, может быть, физически я готов где-то там до 5 дойти. Ну, тактика и техника, и мне еще надо дорабатывать, как бы, ну, то есть в спаррингах. План, конечно, барбаросовский. Хотелось бы чемпионат мира выиграть, где очень тяжело и очень много сильных. Сейчас у нас лидирует Грузия, там очень крупный такой молодой спортсмен, Левон Сигинашвили. Вот он просто огромный, то есть при весе 160 килограмм, он чуть-чуть выше меня ростом, молодой, то есть у него все, он в теле, и он очень крупный и сильный. Сейчас он фаворит категории. Понятно, как бы я не то, что на него равняюсь, мне надо хотя бы подобраться ближе к нему. Ну, будем стараться делать максимум. Мы будем в тебя верить и всячески Спасибо. поддерживать. Спасибо. Ну вот и пришло время выкладывать наше блюдо и Начнем. пробовать. Начнем. Начнем процедуру. Так. Ну, слушайте, ну запах стоит просто невероятный. Аромат вкусного Так, блюда. так, одна есть порция. Ага. Порция получилась на ура. Вторая порция. Ароматное, аппетитное блюдо под названием дымлама у нас сегодня получилось. Будем пробовать. Конечно.
Расим, удивительно вкусное блюдо получилось. Я предлагаю эту дымламу назвать дымлама спортивная. Можно так. Как тебе такой вариант? Я согласен полностью. Хочешь ли ты что-то пожелать нашим телезрителям? Яшыларға сабыр, ана бабаларын үрмет етсіңлер, демек ватанда яшасыңлар, саулық, сәлеметлік епсіне. Чок Салунас за пожелания телезрителям, за рецепт, за общение, за то, что был сегодня с нами. Было очень приятно готовить с тобой. Спасибо. Приходи к нам еще. Аллах сберете, иншаллах. А вам, уважаемые телезрители, пусть жизнь дарит только самое лучшее. Радость и счастье, успех, благополучие. А мы будем дарить вам вкусные рецепты. Всего доброго, кореш кенде!